Добрый день, дорогие телезрители! Общественная организация АПЕИПШ-21 в эфире Абаза ТВ продолжает проект «Сила общества». Это цикл круглых столов с различными представителями гражданского общества в разных сферах нашей страны – в экологии, медицине, благотворительности и многом другом. Сегодня мы будем говорить о городском активизме с людьми, чья деятельность напрямую связана с обликом города, его сохранением, улучшением и привлечением внимания к главным проблемам Сухума. Сегодня у нас в гостях архитектор Беслан Багателия, художник, сооснователь галереи Ауада Апшах Акба, архитектор, руководитель архитектурного бюро Абаз Мадина Чкотова. Я хочу сказать, что мы приглашали присоединиться к нашей беседе скульптора Архипа Лабаху, общественного деятеля Арду Иналыпа, представительниц проекта Аквамодерн, но по разным обстоятельствам никто из них не смог к нам сегодня присоединиться. Спасибо вам большое за то, что открыты к диалогу, мы рады вас приветствовать. Беслан и Мадина, помимо своей основной деятельности, также вы входите в общественную организацию Харахакалак. И на сегодняшний день это одно из наиболее таких заметных, активных объединений. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про Харахакалак. Что это за идея, какие цели, задачи? Я сказала бы так, что мы объединились все по, наверное, общей какой-то боли, что изначально, когда ребята объединялись, ты тоже была свидетелем, что мы среагировали просто на что-то, что было в городе. Меня даже тогда здесь еще не было. Потом я уже к ребятам присоединилась, и нас стало 10-11 человек, то есть нас много. И мы там все с разными профессиями, мы реагируем на какие-то вещи, которые нам не безразличны в городе. Когда мы видим, что что-то строится не по нормам, не по стандартам, стараемся как-то это озвучить и попробовать как-то повзаимодействовать с людьми, которые за это ответственны, и прийти к чему-то. Иногда предлагаем свою помощь людям, которые там обращаются, когда хотят немножко изменить фасад, например, исторического здания, или не знают, куда им идти, с чего им начать. Мы можем на каких-то общественных началах просто вместе собраться и какое-то эскизное предложение свое сделать. Такая у нас рубрика тоже была с фасадами города. Вот, какие-то такие вещи. Участвуем в конкурсах периодически, которые объявляются там на площадь Багапши, например, где это конкретно вот профессия архитектор, скульптор, художник. Мы объединяемся и в команде делаем какие-то такие проекты общие. Беслан, ты в своих соцсетях уже несколько лет выкладываешь ролики, где разбираешь те или иные городские ошибки. Это и то, что связано с архитектурой, и то, что связано с дорогами. Расскажи, почему ты решил, что вот помимо своей основной деятельности, да, проектирования, важно показывать и объяснять ошибки и говорить, что вот так делать нельзя, потому-то и потому-то? Ну, это началось для того, чтобы просто как-то раскрутить канал свой в виде таких коротких роликов. Наверное, ты это имеешь в виду, то, что рилзы у меня в Инстаграме. Они начали пользоваться популярностью. Есть такие моменты, когда многим в нашем обществе не нравится критика, и приходится как-то обходить и пытаться как-то максимально лояльно, да, мягко говорить об ошибках. Дело в том, что мы профессионалы, мы люди с образованием, которые имеют какой-то определенный опыт. И если говорить об эстетике городов наших абхазских, и не только, вообще в принципе городов, то тут не должно быть места вкусовщине. Допустим, вот тебе нравится какой-то определенный стиль в архитектуре, и кому-то еще что-то нравится. И если так каждый застройщик будет применять свой вкус в каких-то новых строениях, которые будут появляться, да, застраиваться города, то это неправильно. Архитектуру городов и фасадные решения должны определять профессионалы, специалисты. Здесь нет места вкусовщине. Вот если ты делаешь интерьер у себя дома, ты делаешь по своему вкусу, ты делаешь у себя внутри, у себя в квартире, у себя дома этот интерьер для тебя, для твоей семьи. Если ты делаешь что-то для города, ты должен обращаться к профессионалу, ты должен прислушиваться к мнению архитекторов. То есть нет места в... Но эти твои ролики вызвали какой-то фидбэк? Кто-то стал прислушиваться, что-то стало? У меня первое время, да, была обратная реакция такая сильная достаточно. Многие мне писали и
с просьбой о том, чтобы я мог прокомментировать конкретно их строение. Вот, допустим, у нас много участников, у которых есть какие-то там небольшие гостиницы, да, по Абхазии. И вот они обращались, вот сделайте передачу про, ну, как бы, Рекламу снимите хотели. про мою гостиницу. Скажите, что у меня красиво, да? Не то, что скажите, как есть, но да, просто покажите, вот, потому что вот самим интересно, вот что не так там да, в каких-то моментах, там, связанных с фасадами здания. Ну, в принципе, в общем, В основном положительный или негативный? было очень много негатива тоже в том числе. Мне звонили с не то чтобы угрозами, а с каким-то наездом, да, если говорить там на таком на сленге. Ну, ничего, знаешь, в стране у нас общество такое небольшое, находятся какие-то общие знакомые и как бы нормально. Просто немножко надоедает с этим, с каждым общаться, и я постепенно как бы отхожу от этого, потому что Ну да, это энергозатратно. энергозатраты. Обща, вы вместе с Дианой Хиндба создали абхазскую онлайн-галерею «Ауада». И если я не ошибаюсь, то первым таким вот каким-то ее публичным мероприятием стала выставка картин абхазских художников в здании, тогда еще заброшенной и, по-моему, даже очень многими забытой Абхазской национальной картинной галереи по улице Пушкина. Расскажи, как зародилась та идея. Я помню, что это была такая, ну, достаточно эффектная своего рода акция. Эта идея, можно сказать, что она не зародилась, мы просто продолжили эту идею, потому что очень много лет проблема вообще страны уже об этом заново говорить, то, что мы потеряли, это проблема очень много лет. Эти картины, все знаем, что они хранились в ненадлежащем состоянии в фонде Национальной картинной галереи. Говорить о том, что сколько художники на протяжении определенного времени ходили из кабинета в кабинет, сейчас я не буду рассказывать. Идея вслух, вот пока мы вот так разговаривали, это вообще идея Батала Джопуа. Можно сказать, что мы ее продолжили, и используя вот современное время и интернет, потому что мы вышли, была идея выйти из узкого круга, чтобы это не только касалось людей, которых напрямую с этим связаны, но еще и косвенно. Выставка прошла очень быстро, неожиданно для нас. Вызвала резонанс, конечно, очень много было обращений. Хотели даже открыть фонд помощи Национальной картинной галереи. Но это, ну, как обычно бывает, все заглохло. Скажи, а вот конкретно та выставка в Нацгалерее тогда какую-то реакцию вызвала от властей в том плане, что, о, точно, у нас же вот тут есть Нацгалерея, давайте думать. Ну вот с вами кто-то связывался на эту тему? Потому что общество понятно, но какой-то фидбэк, не знаю, от Минкульта, от полномоченных. Ну, на этой выставке вообще был наш тогдашний действующий министр культуры. Он сказал, что это его боль, и он будет пытаться найти выход из этой проблемы. Ну, сейчас я уже даже не буду возвращаться к тому, что мы сейчас имеем. Мадин, твоему архитектурному бюро Аббас 3 года недавно исполнилось, и я знаю, что среди ваших проектов, помимо каких-то частных историй, есть общественные пространства, важные какие-то места, в том числе архитектурные памятники, объекты историко-культурного наследия. Расскажи про этот опыт. Вот я конкретно имею в виду, да, платформу ГУМа и железнодорожную станцию Псырцха. Вот на что ты опираешься, когда работаешь с такими вот важными не только для какой-то, да, определенной семьи местами, а туда, куда придут там тысячи, в том числе туристов? Ну, в первую очередь, когда к нам обращаются с такими проектами, обычно люди сначала спрашивают, там, сколько это будет стоить и так далее. Я всегда очень хочу получить этот проект и называю такие суммы маленькие, что потом, когда этот проект длится полгода, я думаю, господи, это просто, считай, бесплатная работа. Но ты от того, что ты хочешь быть сопричастным к какому-то такому, и ты знаешь, что ты хочешь увидеть его так, как ты это видишь, это тоже такая амбиция архитектора, да, свою идею увидеть воплощением в реальность. Вот по ГУМе, когда девочки обратились,
строились. Я видела, что тоже они там своими силами, у них были небольшие бюджеты, то есть это все было очень ограничено. Они хотели сделать такой минимум, чтобы станция зажила, засуществовала, и чтобы все увидели, какая она красивая, потому что она много лет была такая проходная, чуть ли не общественным туалетом была в какой-то момент, и все мимо нее ходили либо в обезьяний питомник, либо в кафе «Бисквит», которое там находится. А при этом это одна из таких доминант, я бы сказала, потому что проспект Леоны такой въездной в город, да, такая ось симметрии, которая соединяет колоннаду, и симметрично ей расположено вот это здание ГУМа, они немножко так перекликаются, да, и для города это очень важный объект. Плюс эта станция была всегда, когда железная дорога, электрички работали, как бы это была станция, где все высаживались в Сухуми, в самом центре, у многих воспоминания, как они там выходили, шли пешком. Поэтому, да, когда девочки обратились, я загорелась идеей, и концепция была в том, чтобы просто какими-то маленькими вложениями украсить ее. При этом еще была задача сделать ее многофункциональной, в плане, чтобы она и зимой, и летом действовала. Поэтому вот была идея с реконструкцией главного фасада, сделать остекление, чтобы оно как-то немножко преобразило и дало возможность там зимой проводить выставки. В целом эта идея была с Минкультом согласована, мы там, не нарушая архитектуру здания, врезали вот этот металлический каркас, что его можно будет когда угодно демонтировать и вернуть все на свои места. Поэтому мне кажется, что это классная вообще идея для того, чтобы все наши железнодорожные станции хоть как-то там, пока они не работают по главной своей функции, чтобы они использовались. И я знаю, что на самом деле это всколыхнуло такую волну, и очень много было обращений в Минкульт, многие хотели брать в аренду, что-то делать, но я думаю, что у многих останавливают бюджеты, потому что у всех в мыслях все восстановить, как оно было изначально, а это всегда очень дорого. Вот. А если выбрать какое-то такое, чтобы не протекала крыша, чтобы все было такое обшарпанное, но жило, мне кажется, это самый простой способ вот, инклюзивную такую историю придумать с архитектурой, которая заброшена. С Псырцхой тоже к нам обращались заказчики, мы сделали проект по реновации этой станции, тоже функцию добавить туда общественную, чтобы люди туда заходили, там раньше был буфет, чтобы опять была возможность там выпить напиток какой-то, перекусить. И так как там огромный поток людей, даже сейчас, когда станция в плачевном состоянии находилась. Вот. И также нужно было учесть новые как бы, нагрузки, да, так как они... Слушай, ну я знаю, что у вами на Псырцхе была большая работа проведена по части того, что вы там где-то Да. под ней проплывали, Ну, куда-то мы спускались проползали. вниз, да, там на самом деле такая полость под станцией, которая вот вниз туда в воду уходит. И сейчас новые собственники, они не собственники, они в аренду взяли, да, они хотят даже там сделать функциональное какое-то назначение, но это просто очень все дорого, и поэтому разбивается на этапы. Наш проект вот, архитектурный мы завершили, авторский надзор над проектом мы не ведем. Я знаю, что сейчас там другая команда работает над интерьером, поэтому мы в эту работу не включены. Но вот по проекту нашему там мы придумали так, чтобы на зеленой зоне там стоял общественный туалет. Закон тебя как-то ограничивает, когда ты работаешь с такими объектами? То есть есть какие-то вещи, которые вот так точно нельзя? Или это вопрос твоей совести, твоих профессиональных навыков? Да, четко прописанных регламентов нет. Есть такая процедура, что нужно после того, как разрешение город выдает, дальше в Министерстве культуры нужно обратиться и получить разрешение. Там нужно получить техническое задание, которое ограничивает тебя. Это прописываются основные пункты, что можно, что нельзя, но это очень короткое. То есть это такая условная... И, касаемо каждого здания прописываются какие-то более конкретные вещи. Вот. И поэтому дальше уже работа идет с Минкультом. Там есть сотрудники, которые архитекторы по образованию, которые могут оценить, насколько проект соответствует зданию. И вместе с ними уже этот проект корректируется, и дальше он как бы строится. Но, опять же, вот надзирательных вот этих в процессе строительства у нас органов, в принципе, везде с этим проблема. И в администрации города там очень мало людей. И никто не ходит регулярно и не проверяет, делается ли все в соответствии с утвержденным проектом. Касаемо памятников архитектуры то же самое. То есть мы можем подписать с человеком документ. Я тоже работала в Минкульте, я знаю, что это такое. А ты приезжаешь на следующее утро, а он снес и говорит, что оно упало просто само, потому что трактор заехал. Как бы это всем было понятно, что упадет, потому что это ветхие строения и так далее. То есть тут уже нужно как будто бы... И плюс наказание за это все, даже если пойти в суд, да, доказать вину, там такие суммы мизерные, что человеку проще там 10 раз этот штраф заплатить и осуществить свое злое намерение свое. Поэтому вот тут мы... Просто как будто бы надо найти человека, кому ты доверяешь это здание, и сказать, пожалуйста, не испорть его, и вот понадеяться, что он не испортит.
Беслан, я знаю, что ты сотрудничал с Ассоциацией инвасодействия, вы работали по созданию безбарьерной среды. Расскажи, это был какой-то определенный проект или это были какие-то определенные участки? Удалось ли что-то из этого реализовать? Вообще вот в рамках какого мероприятия проходило это сотрудничество? Нескольких. Там было несколько проектов. Один из это парковочные места для людей маломобильных. И мы реализовали в нескольких местах на территории рынка городского в Сухуми и на территории кафе «Пингвин» рядом. Да, там появились несколько мест для маломобильных групп населения, кто за рулем. Далее мы еще занимались проектами, которые не реализовались, но в будущем мы надеемся, что мы будем как-то доносить это до правительства, потому что это немножко сложно. Тут для кого-то это радикальные изменения. Это касается конкретно дорожной инфраструктуры в городе. Никто, допустим, сегодня мало кто готов на сужение улиц, когда такой трафик, когда столько автомобилей в городе. А у нас вот такие предложения по сужению улиц, потому что в городе важно правильно расставленные приоритеты, и пешеход в первую очередь на первом месте. Это все нужно как-то доносить, вообще до правительства и вообще, в принципе, до всех, и до автомобилистов в том числе, потому что те же автомобилисты, у них есть дети, которым передвигаться пешком полезнее, лучше вообще по городу. И также безбарьерная среда в городе тоже очень важна. Те же самые бордюр, на который мало кто обращает внимание, но, допустим, в той же набережной была проделана такая небольшая работа по снижению бордюра. Да, расскажите эту историю. Я знаю, Да, что была такая Карахакова история. принимала такое большое участие. Я так понимаю, речь идет про набережную Махаджиров. Да, конкретно. Вот этот отрезок кафе Да, «Нарта». конкретно, да, отрезок кафе «Нарте». Появились люди, которые были готовы сделать такой небольшой ремонт в этом месте, то есть проложить там новую брусчатку, там фонари поставить новые, какие-то новые насаждения. Но работы начинаются, проблема у нас в городах. Нет, это не как реконструкция, а как ремонт, и поэтому не нужны никакие проекты для этого. То есть было так, и так же и сделаем, как и было, да. Вот раньше же делали, а как-то пересматривать никто особо и не хочет, потому что это ремонт, тут дополнительное время и ресурсы для проекта какого-то. Ну и мы по факту уже пытались как-то донести до местных чиновников, и у нас получилось, в принципе. Это такой небольшая такая победа наша. Мы выровняли тротуарную зону на один уровень вместе с асфальтированной частью. И это расширило сам путь, расширило пространство, и это полезно для маломобильных групп населения, кто на колясках, и для родителей с колясками. Им не приходится. Боль родителей понимаю, которые часто прогуливаются со своими детьми с колясками по городу. Нам нужно максимально отходить от этих перепадов, Но у организовывать нас так, абсолютно не приспособленный город. Да, для нужно прогулок с колясками.
Ну, у нас, в Вот принципе, именно. эти бордюры каждый раз они все выше и выше, потому что наслаиваются эти слои, и есть места, где бордюр может 40 сантиметров достигать. То есть там не то, что маломобильным, там просто человеку на двух ногах. На каблуках, например, тебе прям надо усилие какое-то делать. В узкой юбке девушка там вот не поднимется, ты начинаешь искать. Иногда это просто доходит до абсурда, поэтому Ну, нужно... еще, да, надо быть все-таки родителем, да, чтобы понимать вообще, как, Да, как, очень многие, кстати, как с говорят, что коляской. когда ты становишься родителем и с коляской Да, выходишь в город, ты понимаешь, насколько это он... сложно. Просто мы миримся, У мы нас там много обходим. перепадов. У То вас есть, есть выбор. Да, у нас есть возможность обойти, а когда у тебя ее нет, ты понимаешь, насколько у нас некомфортный город. Плюс тротуары много где просто в луже, в грязи, потому что они много лет там, да. Ну, я, например, со своими детьми ни разу на коляске не выезжала за пределы набережной. То есть у меня есть такая возможность, я на машине. ты Да, вот добираешься на автомобиле до я набережной, и добираюсь по на набережной автомобиле, потому что уже другой проводишь время. вариант это Ну, абсолютно... поэтому там так много матерей с колясками, которые гуляют именно на набережной. Это как уже место для всех мам, потому что больше таких мест в городе нет. То есть мы должны вот стремиться к тому, чтобы наши города были приспособлены для всех групп населения, вообще для 100% групп населения. 100% это пешеходы. Обща, расскажи, пожалуйста, про вашу выставку «Хрупкость». Она год назад практически, кстати, в эти даты проходила на территории Сухумской крепости. Вы ее презентовали как такое посвящение Сухуму, и все это происходило, ну вот еще фоном шла борьба с высотным строительством, то есть тогда была какая-то вот активизация всех неравнодушных людей по части сухумского облика. Расскажи, из чего родилась ваша хрупкость? Это делали ты, Диана Хинба и Саид Гизердава, если я правильно, да, помню? Опять же, это она не родилась, она и так витала в воздухе, мы все время это обсуждали. И это все-таки продолжение выставки, которая была в Национальной картинной галерее, потому что эти выставки, основной суть и концепция этих выставок – это сохранение культурного наследия и исторического культурного наследия Абхазии. В этой хрупкости, ну, в этой выставке мы пытались обсудить очень много разных проблем. У нас там были арт-объекты, связанные с дорогами, машина с ямой, проблема границ. И основной арт-объект это у нас были здания Сухума, которые, я не знаю, это неважно, ты архитектор, художник, просто горожанин, это твой город, ты им болен, и это, в принципе, это твоя идентичность. Это и есть вот то, что ты себя представляешь, это вот как город выглядит. И в центре вот этого арт-объекта у нас была как раз-таки Национальная картинная галерея. Мы хотели показать, какие здания у нас уже, которые мы потеряли, какие у нас находятся под колпаком, и над ним нависает молоток. Помимо того, что у нас растут странные здания над ними, а эти маленькие здания, они пропадают, и вообще столько разных проблем, о которых я говорить не буду, потому что я не архитектор. И вот эта выставка, она была посвящена, то есть продолжение Национальной картинной галереи, выставка о сохранении того, что у нас, в принципе, осталось все меньше и меньше. Это же своего рода акция. Да, То есть конечно. это не просто Да. выставка, где вы Да. написали работу, это акция. Скажи, вот этот ход для художника, как вы пришли к идее, что вот смотри, у нас есть позиция, да, у нас есть наше дело, наш талант, но еще у нас есть позиция, и давай объединим нашу позицию и то, что мы умеем делать, и что-то вот сделаем, совместив это все. Я к чему говорю? Да, я У нас в стране не так много именно акционеров, да, вот в этом плане, акционистов, правильно будет сказать. И какие-то вот высказывания связаны именно через творчество. То есть если это не митинг, да, где мы вышли и мы там что-то требуем, альтернатив вот такой вот классической формы практически нету. И вот когда я вспоминала, ну вот я, вот, пожалуй, только вас и вспомнила, по сути. И вот девочек еще Aquamodern, которые тоже делали практически то же самое, чуть-чуть там в другом ключе. Это вылез из разговоров. Потому что, ну, сейчас, если говорить об этом, то это, конечно, долгая история. А так, вот, пока мы разговаривали, давайте сделаем на эту тему выставку. Потом нашли люди. Были какие-то триггерные события? То есть вот это случилось, ну все, вот теперь там точно надо. Там, вот это случилось, теперь там... Мне кажется, вот сейчас вспомнить, какое именно событие я не могу, но я каждый день сталкиваюсь с тем, что какие-то вещи тебя ужасно раздражают. Ты становишься злым, потому что ты видишь что-то, что происходит в Синопе, то, что происходит в городе. Какое-то здание разрушили, где-то что-то прицепили, какой-то нелепый балкон. Плюс еще одна странная балясина. Просто если ты все время в злости, надо это куда-то деть. И у тебя есть такая возможность, ну у нас была такая возможность выговориться и рассказать
нашими образами, как мы это можем сделать, и разговаривая, ну, тем более это было, мы пытались сделать ее современную, там арт-объекты, там же не картины написаны. Для того, чтобы их сделать, ты не сразу садишься их делать, там свой метод, то, что ты проговариваешь. То есть мы до выставки, мы сами Там арт-объекты было сделали шитьё, быстрее. коллажи, Да, мы это там- намного быстрее сделали, мы больше говорили на эту тему. Мы почти месяц каждый день встречались и просто обговаривали, что прийти к какому-то результату, ну, чтобы это все-таки выглядело также и симпатично, потому что зритель придет, его должно зацепить. Цель какая? Вдохновить. Цель же не показать, вот какие все вокруг плохие, и вот сколько ошибок, а цель вдохновить, объединить, потому что все равно, неважно, какого бы ты ни был, ты хочешь жить красиво. А если ты вдохновляешь людей, может быть, он шаг Красиво, это же назад. очень субъективная Красиво, история. я- Вот как да. Беслан говорил, что им же красиво. То есть то, что они делают, им Ты красиво. знаешь, если ты в этом- вдохновишь людей, вот они если приходят, я просто после хрупкости, я помню, как люди уходили, и они плакали. Это было для меня очень важно. Правда, люди стояли и плакали, и еще была вот такая фраза, что мы не понимаем современное искусство, но вот это тронуло. И я уверена, что у многих вот это ощущение пересмотра, что ты У что-то вас с теряешь. зеркалом была очень сильная инсталляция. Я знаю людей, я не буду называть имена, которые смотрели в это зеркало и говорят, а что? Я делаю, что я могу. Мадин, давай немного вернемся к Харахакалак. Какие вот на сегодняшний момент основные идеи и инициативы ты можешь назвать? Что было взято из там множества предложений? Я знаю, что очень часто люди приходили к Харахакалак и говорили, что там вот я делаю небольшой фасадик, помогите. Вот что-то реализовано из того, что Харахакалак предложила, показала хотя бы в качестве визуализации? Я сейчас, Бисик, ты помнишь, что было? У меня такое ощущение, что вот да, вот мы потом, кстати, в какой-то момент я сказала ребятам, я больше делать ничего не буду, я сказала, потому что люди приходят, обращаются, ты всю душу вкладываешь, думаешь, ну вот сейчас. И причем мы всегда старались таки предложить решения, которые вполне реализуемы. То есть там убрать лишнее, там убрать вот этот визуальный шум, повесить туда какую-то симпатичную вывеску минимально, да, и как бы соотношение вот фасада там кусочка магазина, который находится в огромном здании, чтобы оно как бы было его частью, а не каждый свою историю делает. Вообще как бы в этом и заключается там дизайн-код в городе, когда он прописан, да, что у каждого есть ограничение, что ты можешь повесить вывеску только там или только такого размера, только такого шрифта, покрасить фасад только в цвет, который был изначально. И вот мы как-то старались в эту сторону двигаться, даже не имея никаких там дизайн-кодов, да, но люди в итоге все равно делали так, как они умеют, привычно там знают, потому что они, наверное, звали мастеров, говорили, вот у нас картинка, вот сделайте нам так. И мастера такие, ну мы не знаем как, но мы можем вот так вам сделать. И они делали как могут. И я как бы, с одной стороны, я со всем пониманием отношусь к людям, но если у тебя задача стоит, ты перед собой поставил такую цель, я хочу сделать классный фасад и не испортить там облик города, то ты можешь это сделать. Просто надо захотеть и надо потратить на это свое время. Ну, либо пригласить там человека, который будет этим заниматься, ты ему будешь платить за это деньги, что он будет весь этот визуальный, да, визуальную составляющую твоего магазина или кафе или ресторана, он будет на себя брать. Ну, либо ты должен потратить на это время. Если для тебя это не важно, это не будет сделано, естественно. Мне кажется, еще то, что делается бесплатно, то как-то не ценится. Вот, кстати, да, То есть, если, я понимаю, если что ты покупаешь абонемент в спортзал, то ты будешь ходить в спортзал. Если у тебя дома будет стоять тренажер, тоже ты не будешь всегда на него работает, смотреть. конечно, но, как правило, да, если человек приходит, заказывает проект, он потратит свое время, он включится в работу, он скажет, я бы хотел так или так, мы там сделаем варианты, правки внесем и так далее. Тут он как бы ему бесплатно, он как бы не имеет возможности, он там стесняется, может что-то сказать. Я, кстати, хотела с вами поговорить про вот роль архитектора и про то, насколько у вас есть возможность переубедить заказчика. То есть, когда он приходит и хочет что-то у себя дома, да, вот как правильно Беслан сказал, окей, нас это не касается. Но если к вам человек приходит с каким-то зданием, которое, ну вот, как минимум будет заметно всем, кроме него, а он хочет делать там что-то, что не вписывается в концепцию там Сухума, иногда вообще логики, реальности, да, и так далее. Вот какие у вас есть инструменты? Вы же не можете человека заставить. Как часто вы сталкиваетесь с тем, что
продуктом, ты объясняешь, ты Наверное, знаешь, переубеждаешь. надо объяснять, что выгоднее ему, чтобы у него там логистика так простраивалась, что он там будет хорошо зарабатывать, если Ему надо преподнести так, как да, и нужно выгодно. как-то преподнести это так. Слушай, ну чтобы логистика было логистикой, но есть же визуальная ситуация, да, ну вот там он хочет, не знаю, ну грубо говоря, он хочет красное здание, хорошо бы бежевое. Вот как вы со вкусовщиной работаете как архитекторы и говорите, что давай без балясин, здесь там лучше вот так. Ну, я могу для себя сказать, Бисик, что я для себя поняла, что первое время, когда у тебя мало опыта, и к тебе приходит заказчик и заказывает заказ, но у тебя их не так много, ты берешься за любую работу, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе приходят совершенно разные люди со своим вкусом и диктуют то, что они хотели бы. То есть кто-то вообще говорит, я знаю, что я хочу, вот ты мне начерти вот так. В какой-то момент ты понимаешь, что ты делаешь то, что тебе не нравится, и принимаешь решение, ну я так сделала, я приняла для себя решение, что я на берегу при первой встрече заказчику обозначаю. Но сейчас у нас уже есть какое-то портфолио, я могу открыть и сказать, вот смотрите, плюс-минус как бы через все наши проекты проходит наше видение, что мы за какие-то строгую, там, более сдержанную архитектуру, без лишнего декораторства, да. Если классика, то она такая с намеком и в соответствии с нынешним временем, то есть мы это стараемся так делать, я так вижу то, что мы делаем. И если он просит у меня там какую-то отсылку к барокко и рококо, я ему сразу говорю, я не буду это делать, чтобы я вас не обманывала и вы не обманывались, то лучше нам сейчас разойтись. Если вы готовы увидеть наше видение, если вы хотите, то я бы это сделала так, так, А так ты и так. говоришь, что и вообще по-хорошему бы не делать барокко и рококо, потому что Ну, там что-то, нет. что-то. Нет, То есть почему его же нельзя? кто-то другой где-то Нет. сделает где. Ну да, если он Барокко хочет, он и это сделает и рококо. без нас. Он захочет сделать, но просто надо ему показать, как лучше сделать, как правильно сделать, чтобы там пропорции соблюдать. Конкретно про заказчиков у меня я могу сказать то, что в последнее время ну, заказчик он молодеет, и да, и у него появляется доверие к профессионалу. Ну В да, данном случае плюс-минус ровесники, к потому что. архитектору, да, потому что вот последние мои проекты вот в основном такие, они доверяют полностью архитектору, поэтому и обращаются, в принципе, да. Ну, я уверена, что это еще заслуга твоего опыта и твоего стажа. Они видят реализованные твои Да, проекты, да. успешные, и они к тебе приходят, и когда ты что-то говоришь, они такие, ну, он знает, что он говорит. А если он приходит молодому, то он ему выкручивает руки и заставляет делать то, что как бы... И это вот период, через который каждый архитектор, наверное, должен пройти. Но опять же, каждый архитектор, он делает так, как он видит красоту. Есть много архитекторов, которых я посмотрю проект и скажу, ну, если это красиво, то я вообще не понимаю ничего в красоте. У всех разный вкус. И при Почему этом- разные? Вот смотри, вкусы могут быть разные у тебя и у меня, да, например, но ты же разбираешься в пропорциях, динамике, вот в ритмике, вот во всем этим. Ну во да, всем этом. конечно, я И стараюсь поэтому этому ты учиться. сделаешь это по своему вкусу, но ты сделаешь это грамотно, правильно. как Тогда у надо. меня к тебе вопрос. Ты считаешь, что есть все архитекторы хорошие профессионалы и разбираются в этих вещах? Или все-таки есть люди, которые меньше этому внимания уделяют и делают просто, что Слушай, продается? все хорошо учились, они все знают правила, и все Ну, учителя слушай, русского ну, я языка плохо тоже учился. разные, да, Архитекторы, есть которые вообще хорошие. не учились. Я плохо учился, я очень плохо учился, я был троечник. Да, есть известные архитекторы, которые вообще образование не получили. Сейчас это невозможно, но были времена, когда это было возможно. И знаменитые, у которых просто невероятная архитектура, но у них там нет образования или они очень плохо учились. То есть это вообще не показатель. Мне кажется, что есть такие профессии творческие, в которых должно быть внутреннее, да, какие-то чувства гармонии, плюс, естественно, это можно обучиться. Но изначально, наверное, у человека должна быть тяга к какому-то балансу, красоте, эстетике, каким-то таким вещам. И я уверена, что это еще на этапе там, в детстве, мы сейчас вообще в другую тему ушли, что это психология, пространство, общество, культура, в которой ты растешь, она оставляет отпечаток однозначно, я уверена в этом. Бесик, я хотела поговорить с тобой про новостройки, потому что практически каждый такой вот ярый пост Харахакалак, да, вызывает одну из реакций, что окей, здесь вы умные, классные, все знаете, даете нам советы, а что вы сами проектируете, а что вы сами сделали? И я так понимаю, что Мадина, она пока не участвовала в новостройках города, в каких-то таких многоквартирных, да, Шумных нет пока еще. в Масштабных нет многоквартирных, вот этих новых строениях, которыми нас населяют. Но у Бесика, я так понимаю, есть такой опыт. То есть есть уже реализованное, и есть то, что ты вот сейчас У меня, да, несколько то, что у тебя объектов строится. сейчас строятся. Вот расскажи про твои принципы при проектировании новых многоквартирных жилых домов Для меня, на в первую территории города. В первую очередь, вот про эстетику самого фасада,
отодвигаем на второй план. В первую очередь это посадка здания. У нас мы должны четко понимать структуру нашего города, линейная периметральная застройка, квартальная. И вот мы четко должны вписываться в нее. Для меня это важно. И в первую очередь я думаю про посадку здания. Далее по стилистике оно может быть уже разных направлений. Мы же прогуливаемся по городу, и мы читаем город как бы по периодам. Вот мы прошли и поняли, что это прошли какое-то определенное здание или какое-то количество там определенных зданий. Мы понимаем, что это царский период, да, дореволюционный. Проходим еще какую-то улицу, там в основном, скажем, раннесоветский, позднесоветский. Там, и подход был примерно одинаковый. Вот, и основу заложили, получается, Российская империя, как бы, вот этот период, они заложили основу. И уже в позднесоветский период начала вот эта структура разрушаться. Появились в городе новые строения, то есть они типовые, это те же пятиэтажки, вот мы по городу много видим, типовые пятиэтажки, которые никак не вписались вот в эту структуру. Вот у нас, допустим, это нужно просто прогуливаться по городу, чтобы понимать. Вот у нас, Да. да, у нас множество строений, допустим, угловых, самые интересные строения, это угловые строения, да, те же, допустим, здание администрации с часами, оно угловое, напротив него тоже угловое. Там уже сталинский, да. Это же получается ранний советский период, а если мы пройдемся по каким-то более современным улицам позднесоветского периода, там получается на углу стоят там две пятиэтажки. Одна и вторая. Такие торцы, да. Да, и торцы друг на друга смотрят. Получается, вот структура ломается полностью. У них, получается, и внутренний двор теряется, и какая-то проходимость какая-то появляется. И нужно вот от этого уходить. Ну, то есть, я считаю, что вот это вот с приходом индустриализации, когда уже надо было как-то срочно заселять людей в какие-то типовые строения, полностью разрушили вот весь комфорт наших городов. Тот же микрорайон, так называемый новый район, который в Сухуми, один из самых густонаселенных районов, он же некомфортный, это совершенно некомфортная среда. Там, то есть посреди пустыря разбросаны разные типовые строения, и дворовые территории, они никак не ухаживаются, потому что кому? Они никому не принадлежат, по сути. Но еще Ты не момент хочу чувствуешь отметить. своего Сейчас двора. это все еще парковкой заполнилось, и там вообще Да. озеленения не осталось. Но если брать новый район и то, что сейчас происходит в городе, новый район в итоге оказывается комфортнее, потому что там хотя бы есть какое-то деление на дворы, какая-то структура и система, там потому что это чуть было сложнее застроено по какому-то застраивать. хотя бы плану. А сейчас такой хаос происходит в центре города, что у жилых домов нету двора, нету озеленения, нету паркинга, и детям просто негде играть на улице. Беслан, ты про концепт сказал, но мне кажется, что такая история, как высотность, она тоже, в принципе, вот туда же относится. Высотность новостроек в Сухуми за последний год, наверное, обсуждали так бурно, как никогда. Вот расскажите, какой такой психологический предел высоты здания в Сухуми, в центре сегодня, на ваш взгляд? И есть ли такое, что, допустим, там придут к тебе, да, или к тебе и скажут, нарисуй нам 15 этажей, и вы скажете, ну нет, с 15 этажей там лично я рисовать не буду. Про высотность. Вообще комфортная высота здания это примерно вот 4-6 этажей. Есть даже такой способ проверить, если мать из балкона зовет своего ребенка, который играет во дворе, и он ее слышит, вот она там зовет его обедать, то это, да, то это правильная высота. Да, то это правильная высота. Ну, примерно 4-5 этажей. Это средняя этажность. Это вообще комфортная среда для
для человека в принципе. И невыгодная для предпринимателя. И как я понимаю. для застройщика невыгодно, чем выше, тем лучше. Ну, надо как-то находить баланс. Ну, допустим, в той же акватории, как мы придумали, как мы пришли к тому, что сейчас вот Бесплан проектировал сейчас там акваторию. здание, да, я Обозначим. проектировал. Там, ну, там замысел в чем? Мы застроили, о чем вот Мадина говорит, то, что заказчику надо, ну, то есть застройщику нужно застраивать всю территорию. Они вот хотят застраивать всю территорию. Хотят заработать денег, да. Они хотят заработать денег, и это понятно, потому что если они не будут зарабатывать денег, они не будут ничего строить, и мы будем жить в руинах. Надо как-то балансировать, да. И, ну, я не знаю, сейчас, если про этот проект, да, говорить, допустим, я разделил его на несколько блоков, да, и несколько этапов. Получается, сама среда, вот она малоэтажная, да, вот именно вот этой улицы и вообще, в принципе, городская, она малоэтажная, поэтому я решил, ну, я предложил, и вот по моему предложению все было построено, вот вообще у меня там был полная гармония с заказчиком, мы прям вот сделали прям вот как-то, как было задумано. И сколько этажей максимальная в акватории? Максимальное 7 этажей. Но я его занизил визуально, потому что у нас первая стилобатная часть идет вдоль улицы, двухэтажная. То есть, когда ты прогуливаешься по улице, у тебя фасад контактирует с пространством, и он двухуровневый. То есть высокие потолки, 2 этажа, а что за ним, ты не видишь, потому что как бы в силу того, что улица узкая, как бы тебе нужно отойти очень далеко, но там уже другая застройка будет закрывать вот панораму. Ты видишь только эти 2 этажа, а то, что над ним, ты увидишь только, если вот присмотришься. А над ним там еще 4, 5, 7 этажей. Плюс решена проблема с паркингом. Весь первый этаж он под парковку, а над парковкой есть внутренний двор. То есть квартал внутри квартала, получается, ты проходишь через этот стилопад, попадаешь уже на 2-й этаж, а на 2-м этаже у тебя внутренний двор. Мадина, кстати, по-моему, ты участвовала, да, в благоустройстве внутреннего? Да, ландшафтное Очень там озеленение. уютный такой дворик внутри получается. Внутреннего двора, и там уже свои парадные в каждый корпус. Там 3 корпуса стоят. То есть ты как бы внутри Да, то есть есть квартала. хитрости какие-то, которыми можно обыграть любой объем, но как бы нормы есть нормы. То есть и у нас нет норм, то нарушения никак не регламентируются. Если заказчик приходит, и у него там площадь определенная, он хочет из нее выжать максимум, его могут остановить только нормы. Больше никто, ни архитектор, ни администрация города. Мы Еще обсудим про попозже проблему. нормы. Про их проблему наличие. нашей застройки. Проблема вот с доступностью тротуаров. Вот как раз-таки вот Апши говорил об этом, то, что у нас вот проблема с тротуарами. Вот когда ты по принципу квартальной застройки застраиваешь улицы, у тебя не будет проблем с пешеходной зоной. Ты прогуливаешься по тротуару вдоль фасадов открытых. Но у нас проблема в Абхазии с частным сектором. Обратите внимание, когда вы проходите мимо частных жилых домов, обычных, двухэтажных, одноэтажных жилых домов, тогда у вас возникает проблема, потому что перед каждым двором есть ворота, а перед воротами стоит машина. Каждый под себя обустраивает въездную группу. То есть мышление абхазского человека, оно пришло от наших предков. То есть у нас в селах как принято? У нас агуаш, потом ашта, потом авиныгулуп в центре двора. И это мы хотим перенести в город. А в городе такое делать нельзя. Как строили жилые дома в Российской империи? Вот у них же получается фасады открытые, прямо перед тротуаром, получается, ты не сможешь никак. И у тебя
прямо перед тротуаром открытый фасад, вот эти кирпичные дома наши, и там же ты дверь открываешь, и ты попадаешь в дом, а двор у тебя внутренний. То есть вот это надо применять в городе. А мы применяем вот этот вот сельский подход, да, наш сельский подход, и поэтому машины стоят перед, сейчас еще секунду, машины стоят перед воротами, а эти ворота, они под себя обустраивают, и они могут сделать, вот у них, заканчивается их участок, они еще озеленение сделают, так вот прям, Вдоль. прям поперек вот, Пешеходной пешеходной зоны. Это на улице Джонова, например, и много где так делают. Ну, еще из-за того, что нет тротуаров, каждый выкладывает перед собой, и у нас идут вот эти ступени с разными вообще видами брусчатки, как не хочешь. Ты ходишь по вот этим вот. То есть Ну, я с тобой считаю, что хорошо проблема идёт? в частном секторе и подходит, а по-другому они не могут. Вот наш человек, он знает только вот такой принцип. Он не сделает, чтобы у него был сначала дом, а потом внутренний двор. Он Это не этого не по-абхазски, понимает, да. это не по-абхазски. Либо нужно как бы отдельно какие-то делать зоны для таких строений. Обща, я знаю, что скоро ваша галерея станет еще и оффлайн пространством, что у вас появилось помещение, часть здания, да, если я правильно понимаю, над которым вот вы сейчас с Дианой работаете. Расскажи, где это? Мы знаем, где это, но мы хотим, чтобы ты рассказала, потому что это очень такое символичное место, и классно, что именно там будут художники. А какие планы на это пространство? И вот сейчас так долго ты слушаешь архитекторов, как вы его, ну вот как вы над ним работаете? Вам помогает кто-то из дизайнеров, архитекторов и так далее? Или вы как художники опираетесь на какие-то вот свои эстетические особенности? Нет, ну вот как мы приобрели свою ауаду, свою комнату, первым делом мы обратились в департамент к девочкам, в Министерство культуры, где у них есть список всех этих зданий. Самое интересное, оно первое в списке, это здание, тем более оно такое знаковое, вот, мне кажется, вот для меня вот начало Где Старого оно? Сухума, это улица Папаскири, вот это перекресток 5 дорог, вот этот маленький бывший магазинчик, внизу был магазин номер 10, и сейчас Перед подъемом на Сухумскую. да, перед подъемом, да, на Хотя Сухумскую это гору. Лаизи прям. Да. Вот сейчас мы уже заканчиваем, там уже такие маленькие уже внутренние работы, внешние нам помогли, опять же, повторюсь, девочки из департамента. Я думаю, что мы уже надеемся, Что вы что... делаете внешне? Вы перекрасили, вы что-то добавили, как вы? Ну, так как я не архитектор, я буду говорить, что вот у нас были люди, приходили девочки, они говорили, каким цветом покрасить. Мы от себя ничего не добавили. То есть мы действовали, соответственно, И шаблону. каким цветом посоветовали в этом месте Ну, красить? я сейчас не знаю, как Она это там цвет. беленький, нет? А? Не белая она? Нет, мы ну сейчас я скажу ситуацию, мы когда с Дианой приехали выбирать цвет, мы это девочкам показываем, вот мы художники, нам очень понравился этот. Девочки, ни в коем случае ужасный цвет. То есть ты же понимаешь, ну, город это не живопись, там вообще другие правила, и они молодцы, они нам подсказали нужный цвет, в итоге мы его выбрали. Сейчас Большое пространство внутри? там получается, что важно, это вот то пространство Ауада, где будет проводиться экспозиция, и там небольшой офис. Вот такая маленькая. Там получается 2 маленькие комнатки. Какие вообще планы на вот эту оффлайн ауаду? Что вы будете делать? Вы будете предлагать его молодым художникам под их выставку? Вот что вы хотите сделать? Планов очень много. Сейчас я, конечно, об этом говорить... Ну, мне сложно сейчас об этом говорить. Планов, конечно, много. Выставки. Опять же, очень интересно у нас в планах, мы хотим провести пару лекций, там, связанные вот с людьми, которые непосредственно были и имеют опыт с консервацией старинных зданий. Вот что такое реставрация, консервация, когда ты частный собственник или, наоборот, ты архитектор, ты сталкивался вот с этими проблемами вот в сегодняшнее время. И вот нам интересно, чтобы вот люди пришли и рассказали про свой опыт, и собрать студентов, горожан, кому интересно, то есть сделать открытые лекции там же в этой Ауаде. Недавно абхазский парламент принял градостроительный кодекс. Очень долго практически все наши беседы с архитекторами, да, с какими-то урбанистами заканчивались тем, что вот у нас нет градостроительного кодекса, потому мы не можем вот это, потому всем можно все, вот все упиралось в то, что кодекса нет. Теперь у нас кодекс есть. Я думаю, что вы его абсолютно точно изучали. О чем этот кодекс? Что он нам дает?
Как вообще вот вы его оцениваете? Возможно, вы участвовали в работе над ним, там, вы или ваши другие коллеги, которых вы знаете, да, и можете назвать. Как вы оцениваете градостроительный кодекс, который вот спустя столько лет работы над ним был принят? Что в нем учтено, что в нем не учтено? Вот плюсы, минусы. Я могу так сказать, что пока над ним велась работа, я еще работала тогда в Минкульте, нам его приносили тоже с целью, чтобы мы, как архитекторы, как люди, которые именно с точки зрения охраны историко-культурного наследия, его тоже взглянули и посмотрели. Но он был, во-первых, в каком-то хаосе, и было там даже было видно, что это какие-то вырезки из разных документов, что это собиралось какими-то кусками. Ну, в моем понимании вообще городкодекс так не пишется. Я не профессионал, есть люди, которые занимаются конкретно. То есть, если я архитектор, это не значит, что я могу написать документ. Это юристы, и они, конечно, там в соавторстве с архитекторами, с градостроителями должны такие вещи делать. Но Градкодекс, это начальный документ, который ссылается на очень много еще других документов. То есть к нему нужно там ссылаться на все ГОСТы, стандарты, СНИПы и так далее, что ограничивает. И также он ссылается на генпланы городов, потому что какие-то функциональные... У нас нет, да? Спойлер. Да. Это тоже как бы это после Градкодекса нужно еще переходить к разработке остальных документов. Но насколько мне известно, вот сейчас последний, вот как его приняли, я не читала, но я знаю, что там уже есть много несоответствий, и идет разговор о том, что его нужно дорабатывать, потому что в том виде, в котором он принят, он не работающий. Что ты имеешь в виду несоответствие? Ну, то есть, например, мы в Градкодексе скажем, что любой участок можно застраивать там, в соотношении, скажем, 60 на 40%. Это же неправильно, потому что в городской среде, где идет вот блокированная застройка, как раз про которую Беси говорил, да, где фасад к фасаду, историческая, какая там может быть, как я могу там оставить 40% озеленения? Я не имею права, потому что есть красная линия, я должна вдоль нее и пристроиться к соседним зданиям, потому что они были построены, исходя из того, что вот оно будет там заполнено целиком. Это как вырванный зуб такой там окажется. Есть такая как бы, да, история. Есть дома, где отступ от городского тротуара идет, и красная линия вычерчена там, да, на 5 метров глубже. Там все дома должны идти по этой линии, и озеленение должно заполнять именно вот эту переднюю зону. У нас таких домов много в городе, там по улице Академика Марра, например, да, там с палисадниками есть дома. То есть есть разные системы улиц и разные системы выстраивания там, строительства домов, и в каждой должны свои быть нормы и ограничения. И это уже как раз генплан города определяет. Поэтому Градкодекс такие вещи не определяет, что только так и никак иначе. То есть должны быть какие-то градации. Над разработкой Градкодекса должны работать институты, которые этим занимаются и знают правила. И мы не можем просто так, даже обычный юрист, который занимается обычно там какими-то другими вещами, это его должна быть специфика, он должен погрузиться в эту тему и сделать. А как его вот пинали из кабинета в кабинет, и так не получается. Бесик, ты читал? Нет, я так поверхностно читал, но в принципе нам надо следующим этапом переходить вот как раз-таки вот к разрабатывать концепцию развития городов наших. Тогда уже, если можно по зонированию уже понимать, где применять какие-то моменты, которые ты обсуждал, допустим, то, что ты говоришь, что там, какие-то ограничения, да, по застройке применить вот в конкретной зоне, а в других зонах другое применение. Наверное, все-таки надо будет. Но это очень большая работа. Ну, обычно на генплане города же, да, когда разрабатывается генплан города, то там один район, там намечается объем, да, который архитектура должна заполнить, и сколько озеленения должна оставить, и какая функция в этом квартале, в следующем, там, в третьем, в четвертом. Это все прописано, и когда человек приобретает участок, у этого участка уже есть какие-то показатели. Он его просто не купит, потому что ему он не подходит. Ты не можешь купить участок на генплане, где жилье запланировано, и построить там, не знаю, отель. Ты просто не имеешь права, потому что это документ, который подписан. У нас его нет, поэтому такой хаос. А у нас его нет, ну, как вы считаете, в смысле, не то, что вы абсолютно точно это знаете, потому что его некому делать, потому что не доходят руки, потому что он, возможно, в чем-то невыгоден. А почему вот столько лет, там, как минимум, мы все слышим и говорим и про кодекс, и про генплан, но вообще ничего как будто бы никуда не движется. Вот кодекс сейчас приняли, да, но самое частое мнение, что нужно его доделать, доработать, и вообще не очень понятно, кто и опираясь на что писал.
Ну, я думаю, что это комплекс вещей, которые ты назвала, потому что действительно сначала было вообще не до этого после войны, потом, когда мы очнулись и поняли, что все, что мы делаем, это уже как бы потом не снести эти здания, а город, он из-за наших ошибок, он встал, во-первых, у нас куча машин, ну, там еще дополнительные проблемы с транспортом к этому подвязываются, и когда мы открыли глаза и поняли, что надо что-то решать, стало понятно, что уже есть там много решений, которые принято по строительству, да, разрешений, которые выдано. Получается, эти решения надо отменять. То есть много вещей, которые... Это большая, на самом деле, задача перед администрацией города, перед мэрией стоит, потому что нужно... не знаю, или на них должны возложить это, да, сверху, чтобы они этим занялись, выделить людей, выделить бюджеты на разработку таких документов. Это не маленькая работа, но то, что она нужна, уже, ну, как бы всем очевидно, просто должен наступить этот момент X, когда все скажут, ну, все, дальше уже идти нельзя, у нас все так, вперед мы не планируем, мы, когда уже все рушится и Ну, валится. мы на примере с национальной Ну, картинной галереи, галереей, да. Нас это ничему не учит, мы как бы будем двигаться, пока мы в городе вот так вот просто все машины не Еще знаете, станут. как нам мешает вот эта раздача земель, нашим, ну, я имею в виду раздачу земель местным жителям, местным ИП каким-то там и ООО раздают земли, сейчас конкретно не в Сухуми, а вообще по Абхазии в принципе, таким образом, что как бы вот твой кусок, здесь твой кусок, без четкого понимания, где будут проходить дороги, где будет набережная и так Ну да, далее. у нас много, кстати, в Пицунде с этим большая проблема. В Пицунде, мне да, кажется, огромная там, проблема. Если вот кто знает Пицунду, прежде чем как въехать в Пицунду, там уже дороги разъединяются, вот потоки. Там есть одностороннее движение, вот две полосы в одну сторону, в сторону Пицунды, и из Пицунды две полосы. Между Да, ними... скажи, что ты постоянно живешь в Пицунде. Да, я архитектор. постоянно живу в Пицунде. Я переехал в Пицунде по программе президента, который вот призывал заселять села молодым семьям. Вот я из города переехал в Серьезно? село. Или это шутка? Это шутка. Я подумала, может, есть какая-то программа, и я тоже перееду. Если мне дадут дом, да? Ну да, в Бесику никто не дал дом, он сам его строит. Я сам строю дом, да, я переехал в село. Я один из, наверное, немногих, кто из города переехал в село, и хочу из своего участка сделать квартал. Это моя мечта, но я его начал. Да, грандиозные планы. Да, Я, кстати, помню, что мы когда с Бесиком познакомились, он сказал, что мечта настоящего архитектора — это строить города. Потом взял, переехал в Лидзаву. Сделал это, да. Да, Я поняла, что он не шутил. Там уже просто построили, там в Пицунде уже строить и нечего, все уже. И негде, да, по-моему, Негде даже. уже все. Пицунду, можно Не. сказать, потеряли. Для Ну вот меня я как это раз таки, да, вот город потерян. конкретно про вот этот участок, да, вот между дорогами идет вот такой удлиненный участок, да, если вы обращали внимание. Вы представьте себе, если по какому-то там генплану там был бы разработан, допустим, разработано было бы какое-то общественное пространство, допустим, те же какие-то фонтаны, там какой-то бульвар, который разделял уже застройку, и далее уже можно было бы по каким-то там по квадратикам раздавать эти земли, там, я не знаю, как это у нас происходит. Но мы идем другим путем. У каждого свой участок, у кого-то большой, у кого-то маленький, у кого-то прямоугольный, у кого-то трапециевидный, знаешь. И кто как строит, опять-таки, да, вот это тоже, возвращаемся к этому деревенскому мышлению нашему, ну, это не оскорбительно, как бы, деревенское Нет, это мышление, просто от наших констатация, предков. это важно. Это то, что пришло от наших предков, это наша культура, это в первую очередь. Это было красиво и Оградиться. уместно, но там и тогда. Это надо... Это уместно в деревнях, конечно же. Но в этом случае, да, вот мы применяем такой метод. Мы ограждаемся и посреди участка ставим либо гостиницу, либо дом, либо уже гостиница. И получается, если ты прогуливаешься по этой улице, ты прогуливаешься вдоль каких-то заборов. То есть у тебя вокруг одни заборы, нет никакого пространства общественного. Ну, заборы — это тренд, Бесик, давай не будем. И, кстати, вот из-за того, что у нас нет проложены эти дороги между этими участками, да, с какими-то расстояниями, с какими-то нормами, получается, что у нас нет пожарных проездов. И каждый вынужден на своем участке делать пожарный проезд. Хотя это уму непостижимо, естественно, никто не хочет это
делать. Должны быть, сетка дорог должна быть в городе, а ты уже как бы строишь свое здание на своем участке. Естественно, там заезд, проезд какой-то Как есть. тебе удобно. Ну, ты не строишь. пожарный, где пожарная машина должна вокруг твоего здания развернуться. А это вот наши реалии. Я бы хотела, чтобы в конце каждый из вас, задача сложная, но попробовал назвать какую-то вот одну, возможно, для себя самую больную и острую на сегодняшний день проблему современного Сухума, и, возможно, попытался бы назвать ее решение, как он видит, да, в случае с ребятами там это профессиональное, в случае вообще это вот какое-то, не знаю, общественное, гражданское. Просто вот быстро, что самое острое на сегодняшний день, по твоему мнению, и что с этим можно было бы сделать? Мне сложно ответить, потому что то, что было для меня острым, оно уже произошло. Мы уже потеряли то, что для меня лично было и для многих очень было важным. А что делать? Я не знаю, что делать. Как раз таки я не понимаю, потому что это вообще Есть проблема. еще какие-то здания, за которые ты сейчас боишься? Возможно, не так же, как тогда за галерею, но вот что-то, Ну, что... естественно, я переживаю за здание ОБНИ, потому что прекрасное здание, и мы можем его потерять. И вообще да по Абхазии столько разных зданий, которых просто мы потеряли. Я не понимаю, это уже проблема государственного уровня, вот масштабное какое-то должно быть мышление, чтобы понимать, это вот правда методичная, целенаправленная, профессиональная работа, потому что уже произошло. Все, уже произошло, а вот что делать, не знаю, мне сложно сейчас сказать, лично мне сложно. Ну, вот что касается именно охраны историко-культурного наследия, я согласна, да, что оно разрушается, и очень многие объекты уже в таком состоянии, что их просто там прийти, сделать ремонт и восстановить невозможно. И, как правило, когда оно попадает в частные руки, задача у предпринимателя заработать деньги. Но то, что нужно вложить в такой объект и что с него можно заработать, несоизмеримо. Поэтому пока не появится какая-то государственная программа именно, которая поддерживает предпринимателей, которые взяли на себя задачу, которые хотят. Это могут быть просто молодые там, да, люди, которые просто горят идеей восстановить какое-то здание, потому что оно им нравится. Ну, представьте себе, такое может быть, что есть люди, которые просто хотят красоту и жить, да, в красоте. Но для этого часто нужны огромные деньги. И когда получается вот этот взаимоинтерес, что люди будут делать классно, это что им нравится, и им государство дает денег и говорит, сделайте, потому что это наше наследие, вы делаете это для нас, для всех, вот только тогда это может родиться. То есть, наверное, должна появиться какая-то вот такая программа, которая направлена на взаимодействие творческих людей и предпринимательской. То есть нужно соединить эти две жилки. Просто на инициативы какой-то там, да, даже если что-то делается, это все равно все временно, все это пока не перегорит там, да, бесплатно ничего долго не работает. Только если человек лично себе там что-то делает, да, для себя. А масштабные вещи, они должны все-таки кем-то финансироваться в городах. Вот, поэтому мне кажется, что путь лежит в это взаимодействии государства, наверное, и творческих инициатив. Бесик, ты как считаешь? Что вопрос еще раз? Что самая острая проблема современного Сухума, и что с этим можно сделать? Для тебя важно. Для тебя важная, да, какая-то твоя личная... Ну, для меня, конечно же, важно вот то, чтобы мы стремились к тому, чтобы город наш был, наши города были городами для людей, в первую очередь, опять-таки, для всех людей, чтобы люди, горожане, постепенно отказывались от автомобиля внутри города, чтобы они были в пользу общественного транспорта, ну, развивать. Реальность Беслана Богателя сейчас какая-то. Это можно, к этому, ну, как бы, к этому, если стремиться, это можно организовать. Государство должно устроить, да, Да. просто люди не То есть откажутся. у нас должен быть, нет, у нас должен быть хороший общественный транспорт и такая дорожная инфраструктура, чтобы если ты захочешь выйти из дома в город на какую-то территорию, ну, на какое-то конкретное место, то тебе должно быть удобнее на общественном транспорте. Вот ты стоишь перед выбором, либо ты пройдешься пешком, либо на общественном транспорте, либо на своем автомобиле. И самый невыгодный вариант это на своем автомобиле, потому что ты будешь стоять в пробке, ты не сможешь проехать по конкретной улице. Так сделали в Велосипед тоже Москве. небезопасно. Так сделали в Москве. Сегодня центр кататься Москвы, на там парковка по сумасшедшей цене, нельзя стоять. Да, нужно ехать обязательно просто. парковки И проще должны быть метро. платными в городе. В центре города должны быть обязательно платные парковки. Это земля должна быть дорогой у нас в городе.
Ну, она сейчас дорогая, как бы. Ну и парковочные места, они тоже денег должны стоить. Которые идут в казну города, с которых уплачиваются налоги. Это важно, давайте проговорим. А что сделать, чтобы так было? Вот ты говоришь, сделать так, чтобы общественный транспорт был там удобен. Вот как это сделать? Во-первых, автомобилистов становится все больше и больше. Ты в любом случае будешь стоять в пробке. Ну и вместе с общественным транспортом. Общественный транспорт тоже стоит в пробке. Не, нужно просто организовать так пешеходно вообще дорожную инфраструктуру в городах таким образом. Это просто нужно проектировать. Проектировщики должны этим заниматься и доносить это до правительства, что это лучше. То есть ты же хотела бы, чтобы твой ребенок там шел в школу пешком, и ты бы за него не переживала, потому что как бы по городу нет автомобилей. в Ну, принципе. это безопасно. Там Да, устроено хотя так, что бы он точно не безопасно. попадет под машину, да. Ну, по-хорошему, можно было бы вообще центр закрыть для автомобилистов. Параллельная реальность, мы продолжаем ее. Ну, оставить там какие-то конкретные транзитные улицы. Ну, в принципе, вот представьте себе, Ну, набережная же невозможно закрыть, закрыта. потому что это Ну, единственный набережная путь через всю закрыта. страну, да. У Не, нас ну представь это себе. огромная С одной проблема дорогой. тоже. Не, набережная закрыта, у нас проспект Мира закрыт. Закрыт. И Да, остается закрыт. Лакоба. А и там просто Амза. куча парковок. Если там сделать платные парковки, там не будет парковок. Она будет полностью пешеходной, допустим. Еще какие-то улицы можно сделать пешеходные. И вот чтобы это все еще в реальности осуществить, чтобы комфортно было человеку ходить по городу, у нас огромная проблема — это озеленение, которое мы не восстанавливаем, уничтожаем просто тотально. А это единственное вообще, что может заставить человека летом в жару пойти по тротуару, это деревья, зелень, которые снижают на 5-6 градусов температуру. А когда на тротуар вот этот бетонный греет солнце, там вот никто здравый человек не пойдет в 40-градусную жару. А озеленение, которое у нас в советское время, вот этот каркас зеленый был улиц, он как бы пока есть, но это все же время. А мы ничего не сажаем. Эти деревья, которые у нас Практически есть, мы что-то сажают, уничтожаем. но они Очень. молодые, очень молодые, пока Это не нужно дорастут. будет время, да. Мы в какой-то момент, я думаю, проживем Сажать лет нужно 30 уже без взрослые зелени. деревья, но это дорого. На этой Да, позитивной это ноте. дорого. Да. Про то, что все дорого. Спасибо вам большое за участие. Это было очень интересно. И надеюсь, вас не просто послушают, а еще и услышат те, кто может иметь прямое отношение к решению всех этих проблем. Смотрите Абазу. Напоминаю, что вниманию наших телезрителей будет представлен цикл круглых столов о роли гражданского общества в развитии нашей страны. Спасибо и до встречи в эфире.